Перекрытые для движения автомобилей улицы, усиленные меры безопасности. В полдень по московскому времени участники русского марша начали собираться напротив дома номер 62 на улице Перерва. Здесь же в палатке зарегистрировали флаги и символику. Не все баннеры были допущены на шествие. Ношение масок во время движения было под запретом. Отменить 282! Отменить 282! Отменить 282! Отменить 282! Участники требовали отмены 282 статьи Российского уголовного кодекса «Возбуждение ненависти либо вражды», прекращение политических репрессий, отставки президента и его правительства. Выступаем за социальную справедливость, то есть за установление социализма в экономике, за национализацию всех ресурсов крупной промышленности, потому что именно это может возродить нашу страну и возродить нашу нацию. Требовали также освобождения бывшего лидера движения против нелегальной иммиграции Александра Белова. Его в августе этого года осудили на 7,5 лет сразу по нескольким статьям. И Дмитрия Демушкина, который в конце октября был задержан и помещен под домашний арест. У нас есть специальные люди, которые смогут ему перечислить и передать деньги, потому что посещение ему тоже сложно, ему уже запрещено очень много общаться, посещаться, поэтому найдем способ, передадим, поможем. Организаторы заявили, для участия в шествии не менее 10 тысяч человек. По данным полиции, по улице Перерва к памятнику солдату Отечества выдвинулись 350 участников. Русский марш согласовали всего лишь за сутки до его проведения, а не за 12 дней, как положено по закону, говорит один из организаторов Юрий Горский. Именно поэтому на улице Перерва в День народного единства собрался, по его словам, только костяк, самые стойкие и бесстрашные. Кого за сутки можно сагитировать? Поэтому власть все добивается, чтобы этого не было, но тем не менее, хотел где-то оценивать где-то около больше тысячи, где-то 1200-1300, ну может быть даже 1500. Это вполне достаточно, потому что это хороший ответ власти на то, что она хотела, чтобы вообще этого ничего не было. Горский назвал обстановку нервной. Темп маршу задавали сотрудники ОМОНа и полиции. А завтра утром покину Пресню я, уйду с этапом на Воркуту и под конвоем в своей работе тяжкой. Быть может, смерть я свою найду и под конвоем в своей работе тяжкой. Быть может, смерть я свою найду. Слава России! Чтобы детям хорошо жилось. Хочу будущего для России, страны своей. Спустя час участники марша подошли к месту проведения согласованного властями митинга. Пока лидеры колонны готовились к выступлению, организаторы подсчитывали потери. Нам пытались сорвать весь русский марш, половина баннеров они запретили. Значит, вот это артподготовка, потом многих националистических организаций. У нас распался за это 3 колонны, люди были нагоряче, все это могло выйти из-под контроля. Значит, я не знаю, что там сзади было, но у нас то ли треть там марша забрали, я не знаю, там последней колонны у нас полиция отцепила, забрали людей. Не знаю причины, сейчас мне звонят, они в автозаках. Со сцены зачитали письмо от Дмитрия Демушкина. С короткими обращениями к собравшимся также выступили лидер движения «Свободная Россия» Денис Романов, национал-социалист Дмитрий Мелыш, представитель национал-социалистического движения Илья Сотников. Требовали свободы политзаключенных, отставки правительства, люстрации в органах власти и допуска партии националистов в парламент страны. У резолюции русского марша «Женское лицо». Кремлю нужны войны, чтобы скрыть, сколько у русского народа украли. А нам, русским, не нужны войны ни с Украиной, ни с Сирией, ни с кем другим. Нам нужна демократия. Анна Зелькина, Игорь Дорошенко для телеканала «Настоящее время».